В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Уровни воды ниже критических. Как проходит ледоход на реках республики? В Якутии лесные пожары прошлись по площади более 11 тысяч гектаров. Массовая вакцинация продолжается в регионе. Получить прививку можно не только в медицинских учреждениях. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Намского и Кобяйского районов. Нижняя кромка наблюдается в устье реки Вилюй. Уровень воды у поселка Сангар составляет 927 сантиметров, при критическом 1150 сантиметров. А верхняя кромка у населенного пункта Графский берег. Уровень воды 813 сантиметров, при критическом 1000 сантиметров. Протяженность ледохода составляет 315 километров. В ближайшие сутки ожидается повышение уровней воды у села Арбын Намского района с подтоплением пониженных участков местности. Река Вилюй вышла в устье, а на реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района. На реке Колыме лед в районе Среднеколымска. Активная фаза ледохода на реке Яне проходит по территории Устьянского района. На реке Индигирки и Алазее в верховьях наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. Два природных пожара возникло в республике за минувшие сутки. Продолжают действовать 9 пожаров на территории Таттинского, Усть-Майского, Усть-Алданского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Вено-Батантайского и Тампонского районов. За сутки ликвидировано 3 природных пожара. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения, составляет более 11 тысяч гектаров. На тушение привлекалось 138 человек и 8 единиц техники. За сутки было задействовано 10 патрульно-контрольных групп в количестве 32 человек. По результатам работы составлено 7 протоколов об административном правонарушении и проинструктировано о мерах пожарной безопасности 112 человек. Передвижные пункты вакцинации работают в столице. Якутская республиканская клиническая больница номер 3 запустила 5 мобильных кабинетов. Это 1 автобус ПАС и 4 микроавтобуса. Планируется, что в рабочие дни они будут курсировать по заявкам предприятий города Якутска, а в выходные базироваться на Комсомольской площади и в других местах, где все желающие от 18 лет смогут пройти первый или второй этапы вакцинации против COVID-19. Кроме того, больница принимает заявки от частных лиц для проведения вакцинации маломобильным и пожилым гражданам на дому. Также поликлиника номер 1 Якутска организует вакцинацию против коронавируса в городском парке культуры и отдыха в эти выходные. Медицинский пункт находится в здании администрации парка слева от центрального входа. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Напомним, что прививку теперь можно получить не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах, открытых торговых комплексах, автовокзале, аэропортах, учреждениях культуры и образования, МФЦ, административных зданиях. Леса нескольких районов Якутии находятся под угрозой нашествия сибирского шелкопряда. Массовое размножение насекомых наносит лесному хозяйству серьезный урон. Второй по значимости после лесных пожаров. В прошлом году от этих вредителей, поедающих деревья, пострадало более 200 тысяч гектаров леса. В каких районах лесам грозит частичное уничтожение и как борются с нашествием шелкопрядом, рассказывает Ульяна Шагина. Сибирский шелкопряд – это крупная бабочка из семейства коконопрядов, чей ареал охватывает зону хвойных лесов от Урала до Дальнего Востока, захватывая Северную Монголию. К сожалению, якутские леса – излюбленные места их ареала. В период массового размножения гусеницы этих бабочек могут повреждать лесные насаждения на значительных площадях. Мы сейчас находимся на 10-м километре Вилюйского тракта и, не отходя от дороги, уже можем видеть, как сибирский шелкопряд начал атаковать лес. Единственный способ от них избавиться – это применение химикатов, а также феромонных ловушек, чтобы выявить новые очаги вредителей. Излюбленная еда шелкопряда – хвойные насаждения. В Якутии это лиственница даурская. После вторичного полного объедания насаждения усыхают, то есть погибают. В период массового размножения на каждом дереве может находиться от 200 до 2000 гусениц. Такие точные прогнозы не можем давать, но
Все равно есть какая-то часть, которая погибла в результате зимовки, но так как вид это наш сибирский, он хорошо приспособлен к нашим условиям и ну, будет зависеть от погоды, от врагов естественных шелкопряда, ну, зависит от многих факторов. К сожалению, холодный якутский климат для них не помеха. Они благополучно пережили нашу холодную зиму. Сейчас они такого размера, но, поедая деревья, станут в 2-3 раза больше. Сейчас мы занимаемся учетом численности данного вредителя. Как вы видите, методом околота, стелим полог, колотим деревья и считаем, сколько штук с дерева упало. Сейчас мы прошлогодние участки посмотрим, как он у нас, вредитель, перезимовал, в том же количестве остался, не остался. И после нашего учета можно сделать вывод какой-нибудь, проводить обработку или нет. В прошлом году гусеницы шелкопряда повредили более 215 тысяч гектаров лесных насаждений. В этом же году, по словам специалистов, под угрозой находятся леса в Якутске, Намском и Хангаласском районах. Именно здесь в предыдущие годы были обнаружены очаги сибирского шелкопряда. Последние исследования показывают, что шелкопряд наиболее поражает сильно места, где есть несанкционированные свалки, да, есть места вырубки лесов, есть вот после пожара ослабленный древостой. Но если хороший здоровый лес выдерживает дефоляцию, такой лес он может погибнуть. Кроме того, должен проводиться регулярный лесопатологический мониторинг, который позволяет своевременно обнаружить первичные очаги шелкопряда и организовывать меры защиты. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Последние звонки в российских школах пройдут с ограничениями из-за коронавируса. Власти регионов ограничат число школьников на торжественных линейках. В некоторых из них родители выпускников смогут попасть на мероприятия только после ПЦР-тестирования или предоставив справку о вакцинации. В Алданском районе 11 класс заканчивают чуть более 200 человек. К встрече участников испытаний пункты проведения экзаменов готовы. Как и везде, особое внимание будет уделено мерам безопасности. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Несколько дней осталось до главных школьных экзаменов. С предметами для сдачи ребята определились давно и теперь все силы нацеливают на подготовку. Знания по русскому языку и математике покажут практически все выпускники. В числе наиболее популярных предметов у школьников остаются обществознание и профильная математика. Будет организовано так же, как и в прошлом году. Все с соблюдением всех норм. Мы все это проговорили, все у нас ПП готовы, все есть необходимое для этого. В этом году выпускники смогут продемонстрировать знания в двух формах – привычного единого госэкзамена и государственного выпускного экзамена. Вариация ГВЭ является новой и имеет ряд особенностей, отличных от ЕГЭ. Русский язык и математику будут сдавать те ученики, которым нужен только аттестат. Всего у нас выпускников текущего года 217, из них выбрали ГВЭ 57 и 160 единый государственный экзамен. Государственные выпускные экзамены школьники начнут сдавать с 25 мая, а период ЕГЭ стартует в последний день весны. Единый госэкзамен 2021 будет проводиться по новым правилам. Первое – это печать и сканирование в этом году проходит именно в аудитории пунктов проведения экзамена и передача материалов по сети интернет. Поэтому, конечно же, в этом году очень много было апробационных мероприятий. Наши педагоги все их прошли с честью, можно сказать, успешно. Единый госэкзамен по информатике в этом году пройдет в компьютерной форме. Это нововведение предполагает в контрольно-измерительных материалах задания на практическое программирование. Ребята в этом году тоже уже дважды проходили тренировочные мероприятия. У нас тоже все получилось, и хорошо сработали и организаторы, и другие работники ПП, и ребята. Проведение государственной аттестации по двум формам определило количество пунктов приема экзамена. В Алданском районе по каждой форме их будет 4. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. 6-я глобальная неделя безопасности дорожного движения проходит во всем мире. Ниренгринцы активно поддерживают ее идеи. Основная тема недели – снижение скоростного режима в городах, в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Подробнее расскажут наши коллеги.
Мероприятия в рамках недели проходят под единой концепцией «Дороги для жизни», направленные на привлечение внимания к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения и принятие мер по повышению их безопасности. Призыв мирового сообщества к снижению скорости ради сохранения жизни пешеходов при участии в дорожном движении в Нерюнгри уже поддержали представители разных возрастов и профессий. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделяют и дорожной безопасности детей, детям-пешеходам, велосипедистам, мотоциклистам. На зеленый мы идем, на красный мы стоим. Самое главное пешеходное, напомню вам, у нас многие допускают такую ошибку. Подошли к пешеходному переходу, вот он, светофор, смотрит, загорелся зеленый свет и сразу начинает идти. Это неправильно. Нужно сначала остановиться, дождаться, чтобы все транспортные средства остановились, и потом только переходить через дорогу. За 4 месяца текущего года на территории республики зарегистрировано 20 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 23 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Хочется напомнить родителям о том, чтобы разговаривали со своими детьми, напоминали правила дорожного движения, сами были примером для своих детей, также сами соблюдали правила пешеходного перехода. Если приобрели велосипед своему ребенку или какие-либо там средства мобильного движения, то есть там скутеры, то, соответственно, приобрести налокотники, шлемы, то есть средства пассивной защиты. Поддержать идеи недели безопасности дорожного движения может каждый, в первую очередь, соблюдая правила и призывая к этому остальных, даже на страницах в соцсетях под фото или видео с хэштегами «Дороги для жизни», «Streets for Life». Екатерина Павлова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Айхальские хомусисты завоевали гран-при на республиканском конкурсе. Победу принесла номинация «Народные инструменты». Детский этнофольклорный ансамбль «Айлы» действует 9 лет, в группе 27 ребят. Юные хомусисты – участники поселковых мероприятий, победители и призеры российских и международных конкурсов. В коллективе отметили, денежный выигрыш в размере 20 тысяч рублей потратят на бубны. Конечно, это не единственное наше достижение. Мы будем и дальше развиваться и участвовать в самых разных конкурсах. Очень жаль, что из-за пандемии приходится принимать участие в онлайн-конкурсах. Но уже в ноябре планируем входить в состав конкурсантов в очной форме в Москве или в Санкт-Петербурге. На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Еще больше информации на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя, носите маски и не забывайте дезинфицировать руки.